А может быть, все это проделки злых духов, которые пугают жильцов этих квартир? Так и никто не отважился прикоснуться к этому дереву. Или начали видеть призрак этой девушки. Всем привет, меня зовут Аина, и сегодня мы поговорим о якутской мистике. Ни для кого не секрет, что Якутия и мистика – это почти две неразрывные вещи. Вы наверняка слышали о каких-то загадочных историях и страшных легендах Якутска. Отдельное спасибо источнику этих историй Дмитрий Михайлов и его книга «Страшные истории Якутии». А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Так давайте же вместе снова окунемся в мир мистики и вспомним эти истории вместе. Каждый из нас, сидя в машине, проезжал мимо поста ГАИ. Но каждый из нас знает, какую историю может себе хранить, казалось бы, обычное здание поста ГАИ. Наверное, многие догадались, о какой истории сейчас пойдет речь. Местность 37-й километр Покровского тракта, Хангаласский улус. Начало 90-х. Одним зимним вечером девушка искала машину из Якутска в Покровск. Она стояла и голосовала на Покровском тракте. Затем ее подобрала машина, и ее больше никто не видел в живых. Наутро обнаружили замерзший насмерть и изуродованный труп той самой девушки. Ее выбросили из машины в самую зимнюю стужу, пока она была жива. Оказавшись рядом с постом ГАИ, который находился сразу после спуска Табагинского мыса в сторону Покровска, она, найдя в себе последние силы, направилась туда. Дойдя до туда, девушка начала звать на помощь, стучать в дверь, но спящие внутри сотрудники не услышали стуков, и ей никто не открыл дверь. С тех пор в этом месте, проезжая, многие водители начали видеть призрак этой девушки. Из интересного факта мы находимся прямо сейчас на том самом месте, где стоял тот самый пост ГАИ. Правда, его сейчас уже снесли, но все равно находилось это здесь. А на сегодняшний день этот пост ГАИ снесли. Может быть из-за дурной славы, а может быть там действительно было что-то потустороннее. Ходят слухи, что пост закрыли из-за того, что каждую ночь призрак стучался в двери. Но по правде говоря, пост ГАИ закрыли из-за того, что содержание таких постов было нерентабельно. И плюс к этому многие дальнобойщики жаловались на то, что после того, как их останавливали на посту для проверки документов, далее они не могли физически набрать скорость и одолеть подъем, который идет в сторону Якутска, особенно зимой. Эти дома называют «Три поросенка», находятся на улице Горького и обладают не очень хорошей репутацией. Может быть, все потому, что сам район не является спокойным, а может быть, все это проделки злых духов, которые пугают жильцов этих квартир. По рассказам, люди, которые категорически отрицают существование привидений, после этого дома начинают сомневаться в собственных убеждениях и верить в загробный мир. Однажды молодая студентка срочно искала съемную квартиру и по случайному стечению обстоятельств нашла малосемейку на Горького, которую сдавала молодая семья, по каким-то причинам не жившая в этой квартире, а с родителями. Студентку этот факт никак не насторожил, хотя следовало бы, но, несмотря на это, она знала, что этот микрорайон был выстроен на старом кладбище. После того, как она въехала в эту квартиру, начали происходить странные вещи. В первую же ночью она проснулась от жуткого сопения под раскладушкой и подумала, что это слышимость у стен такая, и сопят соседи. Однако соседей никаких за стеной не было, ведь квартира была угловой, а ближайшие соседи находились через комнату, кухню и санузел. Далее, через несколько дней, она услышала дробный топот босых ножек, словно ребенок бегает. Проснувшись, она обнаружила, что в ванной шумит вода, а на полу появляются мокрые детские следы. Девушка была шокирована и объяснила в себе это все тем, что это был сон. В общем, закончилось все так. Как-то раз вечером девушка на кухне забыла свою сумку, и к ночи туда за ней уже не пошла. А на утро обнаружила отпечаток детской ладони без одного пальца. Больше она там ночевать не стала.
помимо этого случая есть еще и другая история. Однажды девочка со своей мамой поехала ночевать к сестре, которая жила в этом доме. Сестра им сказала, что ищет другую квартиру, чтобы переехать, потому что не может уснуть здесь одна. Ночью девочка проснулась, чтобы сходить в туалет. Сходила, вернулась, ложится в постель и замечает, рядом с ее сестрой стоит девушка. Ее лица не было видно, и она была очень худой. Эта девушка села рядом с ее сестрой и начала душить ее. Девочка завизжала, но ее никто не услышал. И после этого силуэт девушки исчез. В общем, в этих малосемейках часто происходят разные жуткие истории. Об этом рассказывают знакомые, которые живут там. Расскажу реальную историю, которая случилась с моей сестрой. Она тоже жила в этих квартирах, и у нее была черная кошка. Однажды она увезла черную кошку в деревню и осталась жить в этой квартире, в Горького. И сидит на кухне и смотрит, как черная кошка выходит из кухни и проходит в коридор. Ну, хотя кошки дома не было. Вот что она мне рассказала, конечно, она была в шоке. И еще один интересный факт, что в этом доме даже в самый знойный жаркий день в подъездах и дома всегда бывает холодно. Согласно якутским поверьям, некоторые старые деревья становятся домом для духов, и тревожить их, тем более рубить, считается делом опасным. Легенда о шаман-дереве – это чуть ли не единственный прецедент влияния мистики на реальные вещи в 21 веке. Несколько лет назад при реконструкции улицы Лермонтова от озера Сайсары до медцентра местные работники наотрез отказались срубать одинокое дерево, которое стояло на пути строительства. Так как в плане был именно этот участок, то предложили это сделать приезжим рабочим, но они наотрез отказались. Они услышали городскую легенду о том, что это дерево является священным. В конце концов было решено вызвать москвичей. Но когда мужчина поднял топор, чтобы срубить карахмас, топор отскочил и ударил его самого по ноге. С тех пор так и никто не отважился прикоснуться к этому дереву. В настоящее время его оградили палисадником, и горожане вешают на него солома в знак почета и уважения. Здесь в мае 2015 года в местности Ортой-Дойду в Хангаласском Улусе насмерть замерзла юная девушка. Она была студенткой и училась в селе Актемце. В тот трагический день она со своими одногруппниками отправилась в лес, чтобы отпраздновать окончание своих выпускных экзаменов. В какой-то момент девушке стало плохо, и она отошла от группы студентов. Она потеряла сознание и упала под дерево, где и замерзла. Однокурсники подумали, что она вернулась в село, поэтому не стали ее искать. Теперь призрак девушки не дает покоя работникам Ортой-Дойду. Как все знают, там есть места для отдыха с кафешками и беседками. Охранники, оставшиеся на ночь сторожить эти объекты, говорят, что ночью призрак девушки стучится и просит войти внутрь, жалуясь на холод. Местные предприниматели приглашали и шаманов, и священников, которые проводили обряды очищения, но все бесполезно. Говорят, что призрак девушки появляется весной и пропадает осенью. Но есть еще и другие легенды, связанные с призраком этой девушки. Как мне рассказывали мои друзья, зимой, когда работает Актем-парк, сотрудники, которые жили и работали в этих будках, по вечерам слышали стуки какой-то незнакомой девушки и видели глаза через замочную скважину. Рассказывают, что в доме правительства 2 на первом этаже есть тайная дверь, которая ведет прямиком в подземный туннель. Туннель идет прямиком в ДП-1, затем бывшее здание Якутзолота, откуда связывается со зданием ФСБ и далее проходит в подземный потайной бункер Новогатурева. Говорят, что его залили, но на самом деле все функционирует. По правде говоря, никто не может сказать, правда это или нет, но с этим связан еще один факт. Одна сотрудница, которая работала в этом министерстве, рассказала, как она ездила в Алтай и говорила с шаманами. И этот шаман сказал, что это место, где она работает, обладает плохой энергетикой. Вряд ли кто помнит, но когда-то во втором этаже ДП-2 располагался поминальный зал.
и где прощались с выдающимися деятелями республики. Естественно, что это, наверное, обладало плохой энергетикой. Кроме того, он сказал, что в этом здании есть какая-то труба, которая проводит негативный поток. Возможно, это и есть тот самый туннель. Ну и на этом страшные истории подошли к концу. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и оставь комментарий. Я надеюсь, что вам было страшно, потому что, когда я снимала это видео, мне было страшно. И, конечно же, самое главное. Во все эти страшные легенды, истории, рассказы и даже слухи, верить или нет, решать только вам. А на этом я завершаю свое видео. С вами была Аина. Пока!